МВС, лейтенант полиции Скотный Ильдар Акизович. Хочу провести с вами беседу на тему соблюдения правил дорожного движения. Видели такую книжку ПДД? Да. Как она выглядит? Кто сказал да? Видели? Нет, только честно. На велосипеде ездите? Да. А ПДД не знаете. В первую очередь, перед тем, как сесть за руль транспортного средства, велосипед относится к транспортному средству. Вы должны прочитать ПДД, а именно главу для пешеходов, велосипедисты, пассажиры. От силы там 8 страниц идет для вас. Сложного ничего нету. Все написано, все показано рисунками, как должны действовать, что делать. Вот на велосипеде сейчас кто приехал сегодня сюда? Хорошо. Вот троим из вас я могу уже сейчас написать штраф 1500 рублей. Знаете за что? Когда вы поворачивали, вы поворотик не показали. А как у нас на велосипеде должно указывать? А остановка? Три человека не показало. Если водитель на транспортном средстве не показывает, ему 500 рублей. А если велосипедист не показывает, ему 1500 рублей. Кто скажет, почему велосипедисту больше штраф, чем водитель транспортного средства? Потому что у водителя есть какая-либо защита. Кузов есть у него. А на велосипеде у вас что есть? Ничего. С каждым годом у нас рост ДТП происходит по вине несовершеннолетних. Именно кто ездит на велосипеде, скутера, кто гоняет на скутере, на мопеде. Сначала сядут, а потом не знают, куда и как действовать на перекрестках. Происходит дорожно-транспортное происшествие. Я говорю, перед тем, как сесть, у вас у всех есть телефоны, ну в основном у всех. Есть приложение ПДД. Можно просто посмотреть. Смотрите, ситуации очень плачевные бывают. В интернете сидите, смотрите, наверное, какие у нас дорожно-транспортные происходят на территории. Самое серьезное это было у нас последнее в июне. 2 числа. Человек получил водительское. Что нарушил? Скоростной режим. Что сколько? Там вопрос не в деле штрафе, а останется ли он ходячим или будет инвалидом. Вы думаете в первую очередь о себе. А штраф это можно оплатить в любое время. Смотрите, вот металл металлом, его можно выйти молотком отремонтировать. А если у вас кость сломается, будем молотком отремонтировать. Вот на велосипеде едете, по какой стороне надо ехать? Кто по левой, руку поднимаем. Кто по правой? Уверены? Кто уверен по правой, поднимаем руку. Кто по левой? Хорошо, а когда пешком идете, как надо идти, по левой или по правой? По левой. Кто по левой думает? Кто по правой? На велосипеде тогда как? Кто по правой? Руку еще раз. А кто по левой? Все вы получили по 1500 рублей, кто по левой стороне. Потому что велосипед, я уже говорил, вот не слушайте, неинтересно вам. Велосипед у нас является транспортным средством. Транспортное средство у нас по какой стороне едет? Со скольки лет разрешается ездить по дорогам? 14. Хорошо, а до 14 лет где?
По пешеходу. По пешеходу, по человеку, что ли? Ну, по пешеходному переходу. Туда и сюда. Вдоль пешеходного перехода, да? Во дворе. А я вообще далеко езжу. По пешеходным переходам ездить. По велодорожкам. А если у вас отсутствует он, тогда как быть вам? По велосипеду дороги. А где тут велосипедные дорожки? Сам летаю. Пешеходную дорогу. По обочине. По краю, правильно, по обочине, по краю проезжей части. У вас понятия обочины здесь нету? Только по краю проезжей части. С какой стороны? Правой. А если пешком идти? Левой. Почему по левой? По правой. Почему по правой? Почему надо идти по левой стороне? Стоп, машина. Что машина? Чтобы машину видела впереди. Потому что машина. А если по правой идти, вы не увидите? Нет, сзади. Потому что транспортное средство едет по правой части. Если слева ты пойдешь, сейчас машина прямо уйдет. А если сзади, ну там меньше шансов. Нет, ты не видишь, не Надо идти по левой стороне, потому что вы правильно сказали, увидите транспортное средство и сможете предпринять какие-либо действия. А, ну да. Уйти от ДТП, убежать, в край отойти, остановиться, А если подождать. машина с большой скоростью, я не смею смотреть. А? А если машина с большой скоростью, я могу маленькую. Если захочешь и под землю уйдешь, и полетишь. Ну, как Хорошо. Следующий вопрос. Перекресток у вас. Что нужно делать велосипедисту? До дома? С перекрестка? Как надо останавливаться? Хорошо. Только по тормозу нажать. Нет, ну можно, если там есть тормозов. Ну хорошо, налево, направо надо поворачивать, что будете делать? Смотреть налево, направо. Смотреть налево, направо и показывать, куда ты поворачиваешься. Как это? Да, ладно. А остановку как? У машин тормоза горят, тормозная система. Правильно, руку вверх поднимать надо. Ага, как на уроке. А если кто-то не знает? Что не знаю. Ну, типа, как ты показываешь? Вот когда обучают в автошколе, этому всему должны обучать. Поэтому они в первую очередь изучают все ПДД, все пункты. В первую очередь это у нас дорожные знаки идут. Знаки-то знаете хоть как выглядят? Да. Черный человечек. Если... Кто там кирпич говорит? Если... Мы не в строителе играем. Хорошо, пешеходный переход как выглядит? Зебра. Зебра. Черно-белые полоски и черные. И там человечек по нему ходит. В первую очередь, какой знак это? Квадратный. Синий. Синий. Белый. С черными полосками. Вот тогда еще человечек. Черными полосками человечек делал. Синий, белый, черными полосками? Белый с черным. Да, идет. Какого цвета они все? Белый и черный. На белом фоне нарисован человек, правильно? Который переходит пешеходный переход. Зебру, правильно. А есть еще бывает желтый такой же. Это что означает? А? Ну вот такой же знак, только в желтом фоне. Ну вот я у вас спрашиваю. Нельзя переходить дорогу. Можно? Пешеходный. Правильно, почти сказали. Этот знак обозначает, что впереди будет пешеходный переход,
где возможно будут идти, переходить могут дети проезжую часть. Видели такие? Да. Это где школы, садики, Да. детские учреждения. У нас, кроме таких знаков, еще что бывает в этих местах? Вот в Калинино вы едете, какие знаки там есть? Куда? Осторожно. Осторожно, дети, вот желтый, дальше. Ну, раньше там есть, ну, пешком Вот я именно сказал на этом промежутке участке, где есть школа, допустим. Осторожно, дети. Где танк стоит? С левой стороны школа. Знаете, нет, что есть? Что должно быть? Искусственная неровность. Искусственная неровность, я уже сказал. Дальше. Светофор. А что оно означает? Но это если полицейский ждать. Светофор, ближайший полицейский. Что-то я новое. У нас светофоров нету в городе. Это мигающий желтый сигнал. Вы имеете в виду это? Что означает? Это обозначает, что там Нет. Зачем он тогда висит на, на знаке пешеходный переход? Скорость надо. остановиться на пешеходном переходе. Правильно, скорость не... Это означает, если в условиях плохой видимости, если туман, снегопад, дождь, или же в ночное время суток, водитель увидит его издалека и поймет, то, что на данном участке есть пешеходный переход. Что ему нужно сделать в первую очередь? Снизить скорость. Снизить скорость, правильно. Кроме этого, в данном промежутке ставится у нас ограничение, знак скорости 40 км, могут 20 км в час ставить. Видели круглый знак такой? Красный. Вот. Хорошо, вот вы начали переходить проезжую часть. С левой стороны проезжей части. Едет машина по правой стороне. Она и не остановилась, и не быстро едет. Будете продолжать свое движение? Нет. Что делаете? Остановимся. Подождем. Вот смотрите, вот Подождем, пока остановится. проезжая часть, вот середина. Вы дошли до Судова, машина вроде едет и не остановилась. Вы стоите или будете продолжать движение? Продолжать Назад пойдем. Кто как думает? Пойти на середину. На середину? Да. Нет. Не, пойти дальше. Пойти дальше? Нет. Остановиться на середине. На середине зачем останавливаться? Точно? Да. Нет. Нет. Ты уже правильно сказал. Надо вернуться обратно на точку, откуда вы начали движение. Ну да. Посередине остановитесь. Эта машина поедет, та машина будет ездить. Возьмет машина. И так. А если, как ты сказал, закончите маневр, что будет? Очнулся гипс. Точнее, как там говорят, проснулся. Упал, очнулся гипс. Вот смотрите, машина весит в среднем 2 тонны. Вы весите 30 килограмм. Разница какая? Поэтому, когда бегаете по проезжей части, смотрите по сторонам. У нас уже 3 дорожно-транспортных происшествия из-за того, что дети бегают по проезжей части. Это за месяц? За полгода. Это очень больше много, поверьте. И ситуация очень плачевная. Последний раз 4-летняя девочка пролетела 22 метра. А хотя водитель ехал 32 километра по видеорегистратору. Зачем? У нас автотех назначается, автоэкспертиза.
То есть, смотрите, это, знаете, вроде вам неинтересно, но в жизни такое увидишься. На врача кто хочет идти? Вот за год я выучил анатомию. Вот как на работу устроился, я за год выучил анатомию. Вот кто пойдет, поймет. Все человеческие органы в жизни, по исключению, знаю, что, где, как находится. Какой синяк, что означает. На машине все ездите? Да. На переднем сиденье кто ездит? Пассажирша. Со скольки лет разрешается ездить? 12. Со скольки? Нет. Желтый сидишь. 14. 14 лет? 12. Или. Нет, Не определился? с 12. 12. 12 лет, правильно. А на заднем сиденье? Чисто пристегивается ремнем безопасности. 7 лет. 7 лет. Правильно, 7 лет. До 7 лет должно быть детское удерживающее устройство. Вне зависимости роста, веса ребенка. Мне 8 лет, и я в кресле. Вот можешь все сказать, что могу сесть. Я впереди езжу с папой на кресле. Вот на кресле, да, можешь сидеть до 12 лет. А, на кресле впереди. Спереди до 12 лет в детском удерживающем устройстве разрешается ездить. Но должен быть отключен подушкой безопасности. Передняя подушка безопасности должна быть отключена. Потому что в этом году у нас погиб 3-месячный ребенок весной. Из-за того, что выстрелила подушка безопасности. А, ну тебя, получается, я только... Вот они ехали в больницу на прием, и в них врезалась другая машина. И ребенок погиб на месте. А тут все погибли? Нет, А кто? Один только ребенок погиб. Поэтому я говорю, это вам не шутки. А, получается, а как я отключу? Есть специальная кнопка сбоку. У кого есть передняя подушка безопасности, отключаемая. Получается, если ты без подушки безопасности ездишь, там тебя только ремень. Почему вот в детском удерживающем устройстве в скольки точках ремень пристегивается? А нет. Да, 4. Точно? 2. В одном. В трех. В одном. 2 есть? Семечки в помещении нельзя говорить. Сейчас предупреждение Ференция. Это не культурно. Вот и так вот В 5 точках пристегиваются. Фиксация идет в детских удерживающих устройствах в 5 точках. Кто смотрел гонки ралли, кто-нибудь видел? Да. Видели? Да. Как они пристегиваются? Они не представляют. Ну, я не видел. Они ездят 160-180 километров. Без ремня. Они вылетят там, так. Подлетают по 15 метров в высоту. У них идет ремень фиксации в 5 точках. Это самая надежная ситуация. Фиксация ремней безопасности. Это погодочная машина? Детских удерживающих устройств. Бывает на некоторых сериях BMW и Mercedes. А? Да их нет. То есть это самая надежная фиксация, поверьте. Трехточечный режим — это у нас обычный режим безопасности. То есть в 3 точках. Плечо и по бокам. А в детских удерживающих устройствах у вас здесь, 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 здесь и тут. В гоночных
машина все так же идет. Вот, получается, детское кресло, тут. Хорошо, в деревне едете, надо пристегиваться. Да. А если в лесу? Там же никого нет. Все равно. А вдруг в дерево врежешься и улетишь? Ага, здесь Можно и на 2 километрах в час улететь. Если лес... Поэтому пристегивайтесь во время движения всегда. Когда в школу едете на автобусе. И автобус разбирать не надо. Вам выдали новый автобус, вы уже его половину разобрали. Это вам не, вот не смешно. Это госимущество. Вот запомните. Вот вы сидите в помещении, линолеум, все, семечки грязем. Это все госимущество. И автобус то же самое. Вот. В школе парты, все это госимущество, ломать его не надо. Насчет автобуса все услышали? Да. Вот в следующий раз приедут проверять, показывать автобус. Я посмотрю, в каком он у вас состоянии. Потому что со старого Ирюка никто не ездит, только он ездит новый Ирюк в эту сторону. Все понятно вам? Да. У дороги можно играть? Нет. Почему? Потому что машина может сбить машину. А где вы будете играть? В дворе. В дворе? Или на площадке. Или в детской площадке. А до детской площадки как пойдете? Пешком. Как? Откуда туда? На ногах бегом. У вас тротуары есть? Ну, если поздно. Я вот в данный момент сейчас здесь у вас в деревне говорю. А, ну тогда по траве. По полю. Смотрите, если есть у вас шанс идти по полю вдоль домов, а не по проезжей части, лучше стоит идти там, где безопасно. На дороге не безопасно, потому что у вас мотоциклисты ездят, правильно? Которые тоже некоторые еще по ДД не видели, уже ездят. Змея? Она не кусается. Извинитесь и дальше идите. Они сейчас в поле не будут ходить. Они будут на солнышке греться. На камешке. Кто за Вятку ездил? Да, левобережная зона, так скажем. Ездили? В Кельмесь кто ездил по дороге? Вот, когда поедете, посмотрите на дорогу. Вот я ездил позавчера, я насчитал 23 змеи, которые лежат на песке и греются. Вот там змеи, так змеи. Если они ядовитые, потом... А вы в Кельмезе ехали, там не было? Я уж не стал останавливаться, спрашивать. Какая змея. А это когда сюда едешь? Это когда сюда едешь? Нет, отсюда туда ехал. Так машину они не проберутся ведь. Конечно, не проберутся. Машину? Проберутся, ты чё, они ж- Если остановиться, они идут, где тепло. А где в машине тепло? В двигателе. В моторе. В моторе. Они туда забирают. В моторе. Они могут залезть на защиту двигателя И сломать машину. и лежать. Как у нас было в один год. А что такое было? Было. Каждый год такое? Почему? Мы в зарядку часто ездят, машины участковые ездят, приезжают, они сразу в первую очередь смотрят под капот. Случаи были, когда змеи заползали и приезжали в отдел к нам жить. Понравилось? Ну, они же... Ну, как вам сказать? Я думаю, в отделе, кто находится, не особо нравится. Нет, мне понравилось жить.
Зачем их выловили и обратно увезли туда, в свою среду обитания? Змей много, что ли, у вас? Нет. У меня вообще нету. У меня нет. Поверьте, здесь еще их мало. А где много? Где много? В Ижевске зоопарке. Да. Я там живу. В зоопарке? Да. А я был в Ижевске в зоопарке. Давайте, все, отвлеклись. На велосипеде по какой стороне едем? Правой, хорошо. Друг с другом рядом можно ехать? Нет. Что будет? Разобиться можно. Видно. А если пешком идем? По левой стороне. А друг с другом рядом можно идти? Можно? А? Нет. А если рядом друг с другом, что будет? Нет. А? Прям прямиком в комиссию 5000 рублей. Вот, смотрите, разница. Водителю 500 рублей идет, пешеходу 5000 всегда, запомните. То есть, если водителю где-то штраф 500 рублей, пассажиру, пешеходу всегда 10 раз. Это минимум. А максимум? 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 Да. А нет такого понятия максимум. Это уже на усмотрение комиссии идет. Нет, дело-то, я говорю, не в деньгах и не в штрафе. Вот, хорошо, оплатите вы этот штраф 5000, а здоровье как вы будете возвращать? Никак. Купите? Нет. Никак? Лекарства. Лекарства? Лекарства и все пройдет. Вот смотрите, палец сломал, уже 8 лет, уже ломали 4 раза, переламывали, он обратно уже не встанет, все. Я уже больше сказал, не буду делать. Вот разница у меня. Все, бесполезно. Потому что обратно его никак не сделать, решить не сделать. Поэтому подумайте. Здоровье ни за какие деньги не купишь. Лекарства можно, если голова болит или что-то. А кости, они никогда, вот как было, они не срастутся. Никогда не будет так, что перелом пройдет очень хорошо. Это очень мало. 10%, что переломы бывают. Легкие не так походить там 2 недели в гипсе. Все понятно? Вопросы есть? Нет. Все тогда. Надеюсь, в плохих ролях с вами не увидимся. Проблема с